Я хочу рассказать вам свою личную историю, историю автора канала. Это было в 1995 году, в разгар Первой русско-чеченской войны. Я был тогда совсем ребенком. Многое смазано временем, но одна история, словно вырезанная ножом в моей памяти, осталась со мной навсегда. И не только потому, что я был свидетелем этому, а потому, что мой отец, который вез нас в Ингушетию, а сам вернулся назад, позже часто об этой истории рассказывал друзьям, знакомым, соседям с болью и с гордостью. Очередь тянулась от Черноречья до самого Кавказ-поста. Кавказ-пост стоял на рубеже границы Чечня и Ингушетия. Следующий уже был Ингушский пост. Русские взяли город Грозный, и 1000 мирных жителей стояли на автоколоннах, пытаясь пересечь границу Ингушетии. На посту машины останавливали одна за другой. Обыск был тотальный. Багаж, одежда, люди. Но главное — паспорт. Паспорт нельзя было подавать пустым. По памяти скажу, в каждом паспорте должна была лежать купюра стоимостью 10 рублей, а то и больше. Без этого никак. Без денег могли просто вытащить, избить и забрать. А потом родственники должны были бы переплачивать 1000 раз больше за инвалида или за истерзанное мертвое тело. Это было негласное правило, которое знали все. Каждый чеченец и чеченка знали это. Я помню, когда наступила ночь, мы заехали в Урус-Мартан, не остановились у родственников переночевать, а с первыми лучами солнца снова выстроились в колонну. Впереди нас где-то через 2-3 машины стоял наш односельчанин. Я помню, отец еще поздоровался с ним. Мужчина был ничем не примечательный, тише воды, ниже травы. Самый обычный среднестатистический житель нашего села. Ни в чем не выделялся. Ни в одежде, ни в голосе, ни в поступках. А перед машиной нашего односельчанина стояла еще одна чужая, незнакомая машина. В ней была целая семья, просто бегущая из ада. Молодой чеченец за рулем, рядом его старая мать, жена и дети. Ни мы, ни наш односельчанин их не знали, но судьба поставила их впереди нас. Когда колонна двинулась, проверка дошла до них. Солдаты начали обыскивать машину. Одни копались в багажнике, другие рвали сумки, третий листал паспорта. Чеченец стоял молча прямо напротив проверяющего паспорта. И вдруг, словно бы демон вселился в этого солдата, то ли денег не было между паспортами, то ли внешне он не понравился. Этот русский солдат берет и плюет ему на обувь, прямо перед его матерью, перед женой, перед детьми. Чеченец молниеносным ударом укладывает солдата на повал. Почему он это сделал, поймут только чеченцы. В ту же секунду, будто как по команде, все военные с поста набросились на него. Кулаки, удары ногами, прикладами, все пошло в ход. Женщины закричали, дети заплакали. Мать и жена чеченца пытались заслонить своими телами его. Тем временем паника охватила и колонну. Люди с колонны начали забегать на пост, пытаясь остановить солдат. И вдруг послышалась стрельба в воздух. И в этой неразберихе, когда в воздух резала стрельба, а землю трясли крики, наш односельчанин сделал то, на что не решится каждый. Он умудрился подбежать к посту, выхватить пистолет из кобуры спиной ему стоящего командира поста, передернул затвор. Наш односельчанин рывком схватил командира поста за шею, потянул на себя и, приставив пистолет к его виску, крикнул: «Остановитесь! Всем стоять!» Крик разнесся сквозь грохот, суматоху и крики женщин. Солдаты застопорились. Кто-то поднял оружие, кто-то прицелился. Он резко выстрелил в воздух. Одиночный хлопок, как удар по воздуху. «Я остаюсь! Я сдаюсь! Ну дайте проехать этой семье!» — кричал он. Несколько секунд и в вечность. Наконец-то командир дрожащим голосом прохрипел: «Положить всем оружие! Опустите оружие! Дайте им проехать!» Солдаты с растерянными лицами подчинились. Тот парень с семьей вскочили в машину. Завелся мотор, газ, пыль, и машина скрылась в стороне Ингушетии. Нашего односельчанина избили, скрутили, закинули в БТР и увезли в Ханкалу, в концлагерь. 4 месяца пыток, издевательства, унижения. Родственники находят, собирают нужную сумму денег и выкупают. Он возвращается уже инвалидом, но не сломленным. Он возвращается побитым. Каждый орган его тела деформирован от ударов, но он ни о чем не жалеет. Вот такие вот чеченцы. Не герои с экранов, не крикуны на митингах. Они молчат, они терпят, они носят боль внутри. Но когда приходит их час, они встают без слов
и без страха.